Селям алейкум, привіт усім глядачам телеканалу АТР, які дивляться нас як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні і в різних країнах світу. Війна не зупиняється на жодну годину. Усе кудись рухається, і в тому числі всередині країни-агресора, країни-терориста, так званої Російської Федерації. Тому я дуже обережно, дуже так, знаєте, ретельно відбираю людей, з якими я можу про це розмовляти без гайпу, без зайвих безпідставних припущень, з людьми, які чесно аналізують те, що відбувається на стані нашого ворога, які розуміються на цьому, але при тому живуть вже не в російському рейху і можуть висловлювати свою незалежну вільну позицію, не як якісь там іноземні агенти, а як нормальні люди, аналітики, які підтримують Україну щиро і цього не соромляться, і навпаки. І мій старий товариш, і вам дуже добре, я думаю, знайомий, це Ігор Ейдман, якого я вітаю в нашому етері сьогодні. Привіт, Ігоре. Привіт, Айдер. Ну, я бачу в тебе гарний настрій, і пишеш ти такі, в принципі, бадьорі дописи. Я перейду на трофейну мову, щоб тобі простіше було. Хоча раджу вивчати українську потрохи, читати хоча б українською, тобі це посуватиме точно. І почнемо ми, напевно, з аналізу хвороби, напад якої стався, приступ, который случился буквально на наших глазах, буквально несколько дней назад, там, это так называемый бунт Пригожина, бунт зэков, бунт музыкантов, как они себя называют. Вот уж воистину, да, Игорь? Вагнер — любимый композитор Гитлера, и все говорили всегда, что он никак не связан ни с фашизмом, ни с Гитлером, он ни в чем не виноват. И тут такая ирония судьбы накрыла русским коромыслом, ударила как бы по затылку этого Вагнера несчастного. Теперь он символ русских фашистов, значит, и этих убийц, насильников называют вагнеровцами или музыкантами. Все это и эстетически, и политически абсолютный сюр и трэш, как для нормальной страны. Но для страны, которую ты анализируешь в своих записях, статтях, дописах і так далі, це нам, наверное, це логично. Я хотел бы твой обзор послушать. Тут тем более интересно не по горячим следам, а вот сейчас, когда мы видим, какие репрессии применяет Путин там против бунтовщиков, или применяет он их вообще, что вообще происходит. То есть более широкую картину, вот прошу тебя маслом, не сливочным, а нормальным, таким художественным, але честным намалювати. Да, сначала я бы хотел сказать, что по поводу Вагнера, да, помянем, значит, Рихарда Вагнера, великого немецкого композитора. Дело в том, что совершенно не случайно, что это ЧВК Вагнера. Дело в том, что Уткин, некто Уткин, который фактически командир этого ЧВК Вагнер, Пригожин же он бизнесмен, он хозяин, владелец, разговор, пиарщик, а реальный вояка там, Уткин, он по взглядам нацист. Об этом много пишут, включая и люди с той стороны тоже пишут давно. Например, тот же Стрелков Гиркин об этом писал. Поэтому совершенно не случайно, что он выбрал псевдоним Вагнер как любимый композитор Гитлера. И более того, Вагнер был тоже, кстати, любимым композитором Гитлера совершенно не случайно. Вагнер был одним из предтеч нацизма. Как он же был не только композитор, но и публицист. И в своих публицистических работах он обосновал совершенно применительно к музыке нацистские тезисы о том, что есть арийская музыка, есть еврейская музыка, которая вторична. У него куча антисемитских публицистических статей, таких махровых. Значит, собственно, поэтому тоже все это не случайно. Генеалогия этого нацистского, по сути, движения, которое представляет собой вот этот ЧВК Вагнера, она уходит туда еще, в 19 век. Там, может быть, нет антисемитизма, потому что Пригожин сам еврей. Но все остальное, пожалуйста, вся нацистская, значит, идеология и практика, она здесь есть, что называется, присутствует. Кстати, если мы вспомним, то именно вот подобные совершенно безумные путчи предпринимали в том числе и нацисты, фашисты и протонацисты. Ну, вспомните фашисты, значит, поход Муссолини на Рим. Вспомним, значит, мюнхенский путч Гитлера,
Кстати, в Мюнхенском путче Гитлера тоже было все очень непросто. То есть они сначала они надеялись на поддержку власти. То есть это не было такое чисто, знаете, Октябрьская революция. Там большевики поднялись, значит, против временного правительства не на жизнь, а на смерть. А в Мюнхенском путче 23 года Гитлера там была довольно сложная ситуация, и они надеялись на поддержку, в том числе баварских властей, которые их кинули. Ну так что там как бы все это, да, имеет такую генеалогию древнюю, а если говорить применительно к нынешней ситуации, которая сейчас произошла, действительно ситуация совершенно парадоксальная. Ну, я пересказывать события не буду. Все, конечно, следили за этим безумным совершенно мятежом от одних суток, да. Но еще как бы он сам совершенно дикая история, да, совершенно какая-то безумная, сопоставимая, как я уже говорил, только с какими-то историческими событиями давнишними. Значит, но еще смешнее все, что происходило после этого. То есть, по сути, Пригожина фактически сначала объявили мятежником, а потом простили и вернули ему, возвращают ему бабки, оружие. Он приезжает в ФСБ петербургское, и ему там, значит, на блюдечке с голубой каемочкой подносят на арестованные у него стволы. То есть этот сюр, который будет похлеще, как говорил Сталин с Фауста Гетте, да, значит, но похлеще Мюнхенского путча Гитлера, который все-таки закончился тем, что Гитлера, пускай и в тепличные условия, но все-таки посадили в тюрьму на несколько лет. Так вот, значит, что дальше будет, совершенно непредставимо. Вариантов множество есть. Но начнем с того, что вообще само это событие, оно продемонстрировало полную несостоятельность российской государственности. Что Российская Федерация такое падающее государство. Государство, которое сейчас при нас прямо, значит, находится в состоянии свободного падения, летит куда-то в тартарары, что называется. Можно радоваться этому, можно кто-то, наверное, печалиться, не я. Но факт остается фактом. То есть государство не может себя защитить абсолютно. Значит, если бы не Лукашенко, в общем-то, человек со стороны формально, я вообще не понимаю, чем бы это закончилось. То есть просто их спасло уже сейчас от краха, спасло счастливое для них стечение обстоятельств. Но, надеюсь, больше им вести не будет. И тут еще важный момент. Это же мафия, да? Российская власть – это мафия, по сути. А у мафии должен быть такой, есть всегда, такой принцип, что нельзя оставлять недобитых врагов, да, потому что недобитый, подраненный, но недобитый враг – это самое худшее, что может быть, самый опасный враг, который будет мстить. Его нужно, это есть ну, и в разных и художественных произведениях, и в научных книгах о истории развития мафии. Вот этот принцип, он везде есть. Значит, Путин делает дикую ошибку или, может быть, просто демонстрирует свое бессилие, что он не добил Пригожина, и Пригожин сейчас, и более того, он даже его не изгнал из страны, что самое забавное. То есть было такое ощущение, что, может, он его изгнал. Нет, ничего подобного. Он то в Москве, то в Питере светится. То есть он его даже не изгнал из страны. То есть фактически враг, фактически глава мятежа, у него находится, значит, под бок. Дальше он будет, конечно, Путин, наверное, и он или пытаться его убить, или пытаться его как-то еще использовать в своих целях. Но Пригожин, я думаю, совершенно не отказался от своих затей. Да? Я думаю, что совершенно вполне вероятно, что эти события в лице Пригожинского мятежа повторятся, но в каком-то другом, может быть, ключе. С опорой, например, на среднее звено руководителей силовых органов. Потому что понятно, что эти все старички, да, которые к Путину ходят на советы, они ни на что не способны, все эти Патрушевы, Бортниковы, от них уже песок сыпется. Значит, но есть среднее звено, которое понимает, что старики собираются долго жить и никуда не уйдут. И, значит, соответственно, им нужно занять их место. А для них единственный карьерный лифт – это переворот. Я думаю, что он может опереться на среднее звено руководства силовых структур, в том числе и Министерства обороны. Значит, и какой-то переворот, какая-то новая попытка мятежа вполне вероятно. Но в любом случае мы видим, что русская смута, о которой так долго говорили большевики, то есть о которой мы с тобой говорили уже несколько раз, она фактически уже началась. И этот мятеж, он был неким вот таким первым актом этого представления, которое будет, я уверен, идти по нарастающей. В любом случае. Будет там Пригожин участвовать или кто-то другой появится, там Кадыров какой-нибудь, у которого сейчас проблемы. Значит, это все абсолютно неизбежно просто. Я думаю, что именно эта русская смута и накроет окончательно это образование под названием Российская Федерация. Я бы хотел остановиться на странностях вот этих обстоятельств, о которых ты упомянул, в том числе. Действительно,
Мафия должна убивать мятежников, любых, кто посягает на власть, сакральность или харизму пахана, да? Посягательство, очевидно, осуществилось. Какая-то часть, если так можно выразиться, общества до сих пор симпатизирует Пригожину. Я считаю, что все они аморалы, и те, кто за Путина, и те, кто за Пригожина, но то, что они до сих пор кто-то ему симпатизирует, говорит о том, что, ну, как бы на сердце милый лег, да, вот, кому-то. Значит, тем не менее, он жив, здоров, с баблом, с оружием. И я просто вспоминаю, я прошу прощения, что об этом вспоминаю, напоминаю, что твой брат двоюродный Борис Немцов был убит всего за одно слово, которым он назвал Путина. Ну, может, не только за одно слово, за всю свою там жизнь, за деятельность свою оппозиционную, но крючком спусковым послужило одно слово, оскорбительное слово в адрес Путина, которое он сказал, кстати, здесь в Киеве 24 апреля 2014 года. И в течение года он его уничтожил, Путин, да. Мы же не будем тут говорить, что его убили какие-то там кадыровцы по своей инициативе, за какое-то богохульство. Да фигня это все, ничего этого не было. Вот. Вот пример расправы за кличку, которая могла прилипнуть на букву «Ё». И тут не просто кличка, тут действие, да, унижение его ближайших друзей. Шойгу реально друг Путина, ну, он с ним время проводит, реально, да, это близкий Путину человек, он его просто, ну, я думаю, что Шойгу ему жаловался каждый день, скажет: Володя, ну, это невозможно, ну, он совсем твой этот вот, ну, совсем, ну, он вообще офигел, да, ну, это я так мягко говорю, да, Герасимова, единственного, как говорит Залужный, вменяемого там генерала, которого он отмечает как профессионального военного, да, того чмырил, ну, последними словами, как в зоне просто, у параши, да. Значит, кого он там не трогал, вообще трудно сказать, этот Пригожин. Вот, и после этих слов, да еще и похода на Москву, вдруг вообще фюрер, считай, обнял просто. Ну, еще только не наградил, хотя мы не знаем. Как так может быть? Это вообще против логики не только подавления бунтов и бунтов в какой-либо стране мира. Такого, наверное, нигде не было, вообще никогда. Что это за бунт новой формации и такая новая реакция, типа такой серьезной кровавой диктатуры? Да ничего, ну максимум вот разойдитесь, вот заявление было, что больше Вагнера, как в боевой части российской армии, не существует. Ну их там рассосут где-то, там утилизируют и так далее. Что-то мне тут в этом спектакле напрягает. А тебя нет? Ты знаешь, меня не напрягает. Это, конечно, не спектакль, а очевидно, потому что, ну, Путин же не самоубийца такие спектакли устраивает. То есть и не мазохист, да. Ну Если он да, был тут я спектакль мазохистом, говорю не потому, что это да. выдумал Путин и сидел, руки потирал. Я от такой конспирологии далек. Я понимаю, что ему это не надо. Ну, вообще, да. Это все равно, как говорить, что Путин Крымский мост подорвал там свой, который он сам крымским назвал. Нет, ну такой он не способен. Но и никаких массовых репрессий. Никакого Сталина-то не появилось. Да, вот это как раз меня совершенно не удивляет, что, к счастью, для нас всех и вообще всего мира, Путин-то далеко не Сталин и не Гитлер. Он старый, ленивый сибарит, который, значит, привык жить там в дворцах и развлекаться с девочками. И, собственно, все. Это его мечта жизни. Об этом, кстати, многие говорили, когда он еще к власти пришел, что он совсем не фанат в этом смысле власти. Просто в какой-то момент стало понятно, что если он уйдет от власти, то никаких дворцов и девочек не будет, а будет, скорее всего, тюрьма. Поэтому он заложник этой ситуации, будет держаться Игорь, но до власти это до конца. вступает, извини за ремарку, это вступает в противоречие с его нападением на Украину. Сидел бы у себя тихо, Крым Абсолютно. захватил и сидел бы спокойно, там строил бы крепостной вал там в Крыму. Что он бы пошел в такой абанк, в такой ва-банк пошел этот сибарит? Зачем? Потому что он еще и дурак. Понимаешь, чем отличается умный человек от дурака? Дурак не умеет работать с информацией. То есть он может дурака легко обмануть. Или дурак может строить какие-то планы свои, значит, такие. И более того, ты вспоминал, кого Борис назвал? Ну вот он именно это слово на «е». То есть не просто дурак, а конкретно, да, поехавший слегка, по крайней мере. Значит, он и действительно верил своим... То есть, во-первых, так, он всех своих подчиненных, генералов этих сумасшедших, значит, настроил на то, чтобы они ему давали только хорошие новости. Даешь хорошие новости, ну, потому что дедушка счастливый, как Пригожин говорил. Дедушка должен пребывать в состоянии счастья, не надо его расстраивать. Вот дедушка расстроится, значит, начнет гром и молнии метать, посадить еще в тюрьму, не дай бог. Поэтому они все ему давали эту информацию, что все классно. Значит, проведем примерно как Крым захватим. Значит, не без крови, значит, СВО воевать не будет,
будут воевать только какие-то отмороженные добропаты, ну, всякую хрень, понимаешь, да? Значит, вот чуть ли не на востоке Украины точно будут с цветами встречать, а, значит, в Киеве там кто выйдет против, сейчас Росгвардия разгонит. Ну, то есть просто он думал, что он думал себе преподнести к 70-летию подарок. Вот я клянусь, я уверен, что именно, значит, такая была концепция. Значит, ну, я, скажем так, и не я ее придумал, сейчас просто не буду вдаваться в детали, но информация такая просачивалась. Он Мгм. хотел себе, счастливый дедушка, решил стать абсолютно счастливым дедушкой и преподнести к 70-летию подарок. Кстати, главой новой возрожденной Русской империи в составе России, Украины и Беларуси. Или Мгм. как в свое время писал, значит, один из вдохновителей Путина идейных, Солженицын, Российского Союза. Он именно так его и видит. И Путин прямым текстом об этом говорил летом, еще не прошлым летом, а позапрошлым Мгм. летом, еще до вторжения. Что значит, первое, что нам, значит, мусульманские республики не нужны, потому что это инокультурный элемент, чтобы не раствориться в этом. Первое. Второе, что, значит, Украина это не отдельное государство, а фактически часть России. И третье, что на вопрос, это было бы его очередное там, общение с журналюгами. Значит, и третий вопрос, что, значит, какое ваше главное дело? Он сказал, я его еще не сделал. То есть его главное дело жизни. И он так... еще четвертый момент, какой он сказал. Он перечислял всех российских царей, отмечал только тех, или, вернее, позитивно отмечал тех, кто занимался приростом, приращением территории российской. Там Екатерину II он любит вспоминать Мгм. и так далее. Значит, Петра. Ну, вот. И сказал, что... То есть, как бы вот вывод какой я тогда сделал? Я написал об этом пост, что первое, Путин считает, что в историю российский правитель входит прежде всего в позитивном плане, как человек, который увеличивает государство, территорию государства. Второе, что значит, за счет Средней Азии, предположим, Казахстана делать не стоит, потому чтобы не нарушить там компоненту славянскую, православную, главную. И третье, что он еще не сделал главного дела, а главное дело он сделает, захватит Украину и, видимо, Беларусь, потому что не считает это отдельными государствами, отдельными нациями, а считает частью России. Дальше он хотел вот себе такой подарок поднести. Значит, идея была такая. Он, да, захватывает Украину практически бескровно и без проблем, как ему обещали генералы, там, ФСБшники и так далее. Значит, всякие Медведчуки местные и прочие, там, Кивы, Фигивы и прочие халуи российские, которые на него работали в Украине. Вот. Значит, и дальше он собирает Лукашенко, который к тому времени уже окончательно им опущен и фактически как самостоятельная единица уничтожен. Значит, некоего нового украинского, значит, гауляйтера, которого он поставит, Медведчука там или Януковича обвернет, неважно, и проводит Беловежскую пущу наоборот. То есть, Мгм. значит, они дезанонсировали, а он, наоборот, значит, объединит. И, значит, происходит вхождение Украины и Беларуси в состав Великой России, там, как там ее назовут и так далее, с изменением А, кстати, ты Конституции. знаешь, кстати, Советский Союз был основан в 22 году, Да, кстати, так, 1922. я помню, да. Да. Да, то есть ровно через 100 лет. Значит, да, и дальше к 70-летию он, значит, уже такой великий император, новый российский император Третьего рейха после, значит, Романовского первого и Советского второго. Он принимает поздравления, ну как это в стиле, такой большой стиль, Сталин стайл, там ему, значит, украинцы в украинских рубашках, там белорусы в белорусских колготках, неважно, с картошкой, с мешками картошки, неважно. В общем, все ему подносят дары, а он стоит и, значит, кивает и своим... Это не даешь ты матом ругаться, а иногда хочется. Кивает своей головой, значит, вот. И, соответственно, принимает эти дары. Да, и такая вот концепция была. То есть это еще просто к дацу, как говорят немцы, дацу. То есть ты как покупаешь что-нибудь, они говорят еще дацу брод или дацу чего-то еще. То есть в навеску, не в навеску, а в дополнение. И вот в дополнение к своему счастью, которое у него сейчас есть в качестве такой чисто материальному счастью, да, он бы еще получил такое лучи славы. Такой, понимаешь? Причем спасли Триумф такой, да. триумф, триумф. Да, причем ему 70 лет мы люди не молодые, понимаем, что это уже приличный срок, но, в общем, кажется, 50 кажется уже страшным сроком, а 70 это вообще, то есть дальше это уже все, горизонт виден, понимаешь? И вот до того, как он еще, пока он еще может этой славой воспользоваться, он может погреться в ее лучах, вот он хотел это все получить, до отцу славы немножко. Вот. И, собственно, вся концепция эта была разрушена только тем, что он дурак. И он абсолютно нерационально, неадекватно оценил ситуацию.
Вот, поверил своим жуликам, шарлатанам, которых он себя же и окружил. И поэтому это все превратил он вместо триумфа. Да, он, кстати, хитрый ход сделал. Он же, не получив такого триумфа, он все-таки сделал себе немножко небольшой подарочек. То есть не получилось глобальный подарок на 70-летие, да хотя бы небольшой. Он к 70-летию ровно по датам аннексировал, значит, 4 недозахваченные им украинские области. То есть такой небольшой подарочек он все-таки себе сделал. И, собственно, вот как вся эта концепция. А теперь возвращаемся к Пригожину. Ты говоришь, почему такое могло произойти, как вот он того же Немцова за слова убил, а Пригожин пока в шоколаде. Но это, во-первых, пока, еще посмотрим, что дальше будет. А во-вторых, он уже слабеет, он уже стареет, слабеет. Все эти качества, о которых я говорил, старость, лень, сиборитство, нежелание заниматься делами, о чем многие его приближенные, те, кто сбежал там за границей, говорит прямым текстом, он не умеет принимать решения, не желает заниматься делами. Это по нему видно. Тот же Пугачев об этом говорил, банкир Пугачев, который с ним домами дружил. Вот. Это все с возрастом усиливается, и он слабеет, он слабеет. Конечно, это бомба замедленного действия под режим персоналистский, который держится на одной личности, по сути. Личность, значит, слабеет, и режим слабеет. Так что я думаю, что это только первый акт марлезонского балета, мятеж Пригожина. Ну смотри, он действительно, как бы, его кумиры это самые такие, кому что-то удавалось захватить, но больше или меньше успешно там совсем или нет, это второй вопрос. Они все равно это подают как великие достижения. Там Иван Грозный Казань брал, там Петр I Полтава, Петербург основал, там Екатерина II вообще там расширила империю, и это вот объективно так про нее, да. Вот. Но маленький есть нюанс, и Сталин, конечно, да. Но вот как-то все перечисленные были очень кровавыми внутри. Они действительно не жалели ни своих близких, ни своих там каких-то неудачников, полководцев. Они казнили стрельцов, там, я не знаю, они реально кровавые, да? А этот какой-то вот поразительно. А как он планирует удержаться у власти вот этими словами про то, что все хорошо, у нас народ сплотился вокруг меня, мы, видите, победили бескровно путч и так далее. Ни репрессий, ни ГУЛАГа. Сажают каких-то студенток за какие-то там надписи, за какие-то репосты в соцсетях, а реально чуваков, которые сидят и думают, когда же ты, сволочь, там подскользнешься, чтобы нам тебя доесть, да, как ты говоришь. Вообще никакой кровавости. Где Сталин-то? Сталина же люди хотят, ну, его вот сторонники там, или Стрелков какой-нибудь, или Сталина дайте нам. А Сталин все не приходит. Да не, ну понятно, что никакого Сталина Путин изобразить не сможет, и даже сыграть Сталина он не сможет, потому что он как, действительно не... Он, скажем так, тут еще есть момент. Он, конечно, человек крайне жестокий, кровавый, я бы тут не стал говорить, что он не жестокий, не кровавый, Нет, ну по но отношению не... к Украине, там, к любым другим странам, где он, да, но я к своим говорю, к своей, вот, своему окружению. И к своим вот таким, значит, врагам со стороны, внутри страны он тоже довольно жестокий, и травит их там и убивает. Он очень, значит, такой милодобрый по отношению к своему окружению, к боярам. Вот всегда российское общество, да, оно считало, что царь хороший, бояре плохие, и страшно радовалось, когда готово было терпеть всякие насилия со стороны царя, лишь бы он еще и бояр, к тому же бошки рубил боярам, да, чтобы покатились боярские головы с лобного места. Вот лучшее зрелище для толпы московской. Но Путин своих бояр не трогает, практически не трогает вообще. Это какая специфика его личности, специфика личности. Он, я не знаю, с чем это связано, возможно, связанный с каким-то эмоциональным зависимостью от своего окружения, он свое окружение не разгоняет. Да? Кстати, ты Екатерину II вспомнил, Екатерина II тоже не трогала своих бояр сильно, не репрессировала. Но у нее там другая была основа, а все-таки она их пользовала в основном в качестве мужчин, и, видимо, поэтому жалко было, ей жалко было своих бывших любовников, но, видимо, может быть, Путин как-то на уровне подсознания воспринимает Шойгу там и других. Он же Шойгу уединялся, известное дело, как и два горбатая гора, два ковбоя уединялись где-то в горах в Туве. Чем там они занимались, никто не знает. Может, он поэтому его не трогает. Все думают, почему
Шойгу ты в отставку не отправляет. Он все про, как бы опять без мата, профукал все абсолютно. Значит, тем не менее, он оставил крепко, плотно сидит на своем месте. Может, там горбатая гора случилась, поэтому он его и Но любит. тогда И можно предположить, что со всеми горбатые, то есть горбатые это, Нагорье какое-то ну просто, вот все Екатерина кругом, II. да. Екатерина II, его любимая императрица, не зря же была. Она, что, в общем-то, да, там, скажем так, многочисленна была ее компания друзей, значит, ее друзей. Ну вот, но я, конечно, шучу, а в действительности он просто, видимо, как-то эмоционально от них зависит и очень боится новых людей. Понимаешь, ведь мало ли убрать того же Шойгу. Даже кого-то на его место ставить, понимаешь? Вот убрал Шойгу и Герасимов, кого-то на его место. А Путин же трус, он боится, думает, сейчас его поставишь, а он там тебе устроит такое, что мятеж Пригожина окажется вообще детской шалостью. А Шойгу уже с ним все уже, как бы все с ним известно, столько лет, он пускай он бестолковый, пускай он там прихлебатель жалкий, но от него не ждешь какой-нибудь подлянки. И для него, мне кажется, это самое важное, да, что умные нам не надобны верные, да, то есть ему нужны верные. Вот эти все старичье, вот это тупое, тухлое, оно это как раз есть верные вот вокруг него, да, столпились, значит, у трона. Так вот, поэтому он и вот не может он быть Сталиным. И не может вести не только в этом ключе он не может быть Сталиным. Он не может быть Сталиным или неважно кем, да, из известных, видных, крупных таких деятелей, там, пускай преступников, значит, он не может быть, вести нормальную, вот такую тотальную войну, да. Он не военный лидер. Есть как бы военные лидеры положительные, например, Черчилль, да, и есть военные лидеры там отрицательные, там Гитлер или Сталин. Вот он ни то, ни другое. Он не демократический военный лидер. То есть вот Черчилль, да, он работал, хоть он и был человеком пьющим, да, но тем не менее он работал как лось, как лошадь. Раз, он выступал постоянно ради выступления Черчилля. Это была отдельная песня, понимаешь, он сам писал к тому же эти выступления. Не референт, он был талантливый человек, талантливый, работоспособный, энергичный, несмотря на немолодой возраст и алкоголизм, человек. Значит, и то же самое Рузвельт. Рузвельт был вообще как бы смертельно болен, да? Тем не менее. Значит, этот же Сталин, несмотря на то, что он профукал начало войны откровенно совершенно, и первое время был деморализован, он все-таки сумел собраться, взять себя в руки, и дальше он более-менее там рулил как более-менее адекватный, тоже, кстати, работал много. Значит, это можно посмотреть по дневнику его приемов, он там постоянно принимал людей на протяжении там, многих часов. Естественно, Путин этого не делает. Я думаю, что он раз в день с кем-нибудь трепится там, по телефону, там, прочитает там, его эти записки, что у них все хорошо, значит, в экономии ему все там, Силуанов, финансы прекрасны, значит, Запад полной задницы, мы все отлично, там курс рубля падает, но это не важно, это все, это нам только выгодно. Там Шойгу, мы наступаем, он все прочитал, впал в счастливое состояние, там поплавал в бассейне, значит, пообщался с Кабаевой, детишек потютюхал, и, значит, спать пора. Вот понимаешь, то есть он не военный лидер никакой, поэтому он и боится вот всеобщей мобилизации, объявления милитаризации труда, милитаризации экономики, вот все, о чем говорил Пригожин, там, Стрелков и прочее, прочее. То, что им необходимо, чтобы пытаться как-то наступать, как-то в этой войне стать, значит, опять стать с такой сильной стороной. Он этого всего боится, потому что он не подходит, он не хочет этого, и физически под эти стандарты такого военного лидера он не подходит. Но вообще, конечно, Пригожин, по профессии там его, ну, вопреки всему тому, кто он есть, да, он оказал, конечно, услугу Украине, потому что часть войск будет мобилизована внутри страны, там они будут охранять какие-то его резиденции, и ПВО, там, и все остальное прочее, и там вот танки уже будут у его личной охраны, там, у этой Росгвардии и так далее. Тут очевидно, так, но с другой стороны, мы не наблюдаем какого-то раскола. То есть он, в принципе, успокоил народ. Он, да, он не Сталин, но, допустим, он чем-то в этом случае похож на Брежнева. Он сказал, все нормально, в стране стабильность. Вот смотрите, как я бескровно, спокойно, я миротворец, голубок. Как я вот переворот этот купировал, все мирно, даже не убили. Ну да, убили 15 летчиков, ну бывает, понимаете, за родину надо быть готовым всегда прыгнуть там в котел с кипящей водой. Ну, как бы все понятно, аттекат. Но, значит, вроде бы все нормально. Он в несвойственной себе манере едет на Кавказ. И, конечно, едет он сам, там никакой не двойник, с его подозрительностью никаких двойников быть не может. Я в этом абсолютно убежден, но это моя личная точка зрения.
Потому что он, я думаю, что он, если он даже представит себе, что существует человек внешне 100% похожий на себя, то он каждый день будет просыпаться в поту, что жив он еще вообще, и где он проснется, да? Если кем-то можно его на время хотя бы заменить, да? Вот, изменив при этом риторику там или что-то. Вот. Нет, конечно, в это не верится. И тут на 15 метров столы, и тут он в Дагестане обнимается с людьми, потом принимает дагестанскую девочку в Кремле, там, еще что-то. То есть прям такой дедушка, ну, чуть-чуть не Ильич такой, да? Вот, все нормально. Кадыров, вот как бы два вопроса в одном по Кадырову тоже. Тоже такой показатель, термометр, что происходит. Вроде такой, значит, такой абжек, такой он весь такой суровый, такой, мы будем жить мало, но ярко, там, с Делимханов нашелся за чашкой чая, и это, значит, сидит морда в экран, не лезет. Ты даже, то люди говорят, что вот он болен, ну, возможно, он чем-то и болен, но до смерти там, мне кажется, далеко. И до политической точно пока не видно ее. И он за Путина, и он как бы воевать не стал с Пригожиным. Я прошу прощения за такое долгое вступление, но просто я свои мысли хочу своими сверить. Выступать не стал, как бы сказал на словах, но никаких боев не было. Вот, как бы вот все выглядит как стабильность в глазах, наверное, большинства россиян. Или же все-таки нет, и вообще Россия не имеет значения, как это выглядит в глазах военных, в глазах поставленных ФСБшников там и прочих людей, которые, ну, в теме, в системе и так далее. Не, ну, конечно, важнее гораздо влияние на верхушку российскую, на всяких силовиков, там, элиты и прочее. Это, безусловно, репутацию Путина сильно подмочило. То есть как бы он же все строил из себя сильного лидера и говорил о том, что вот только сильный лидер может обеспечить стабильность. А он демонстрирует, что он, во-первых, никакой не сильный, а во-вторых, никакую стабильность обеспечить не может. Бардак полный. И главное, Пригожин-то не добит. Понимаешь, если бы Пригожин сейчас сидел в тюрьме, если бы Путин отчитался, заговорщики, значит, полностью нейтрализованные, сейчас сидят в Лефортово и все такое, как вот сделал в том числе Ельцин, да, в 91-м, в 93-м году, Да, да, все да. сидят, а он на коне. А здесь-то нет. Заговорщики как были, значит, в прекрасном состоянии, так и остались. То есть это все может повториться. И, безусловно, это только начало, я уже говорил об этом. Поэтому население пока успокоили. Но будут же и следующие эпизоды этой смуты. Население опять получит, что называется, по мордасам. И неизбежно совершенно новая волна мобилизации, неизбежно к осени, значит, или в начале осени. Это опять-таки население вот, явно совершенно выведет из себя. Это же готовится к президентским выборам, чтобы там никаких не было, чтобы все было гладко. Они, конечно, не так фальсифицируют, но хотят, чтобы это все было еще при этом, ну, все тихо, гладко, и чтобы он реально был, пользовался, значит, тут поддержкой. А это как президентским выборам, конечно, до президентских выборов будет еще множество эпизодов этой смуты и войны, и всяких неприятных для Путина. Так что я не вижу здесь большого успеха. И в том числе, кстати, да, вот говорил, что Пригожин хороший в этом сделал, в этом плане. Он еще сильно показал западным элитам, что, значит, не так силен Путин, да, как они представляли себе. Что они же считали, да, ну, конечно, враг, сволочь, преступник, но вот он типа единоличный руководитель России, и позиции очень сильные. Фигак, а оказывается, что он мог так совершенно легко и непринужденно быть свергнут, по большому счету, если бы Пригожин не остановился. Вот. То есть это сильно подействовало на западные элиты. Раз враг, значит, слаб, надо его добить, естественно, а не пытаться его как-то, значит, с ним договариваться о чем-то. Ну а вот и как это коррелируется с тем, что зачем-то американцы начали звонить этому Путину и говорить, мы тут ни при чем, мы не стоим за вагнеровцами, ну позвонить, скажите, что мы не стоим за боевыми комарами, там, биолабораториями, еще какими-то. Зачем эти реверансы фюреру, если более он стареет и слабеет? Я думаю, что это были не реверансы, а просто некий протокол безопасности. Чтобы они, ну, как протокол безопасности, который может учитывать любые реакции сумасшедшего Гитлера, то есть Путина. Мгм. Что он возьмет, решит, что это американцы, но он же болен на голову, и начнет атомные бомбы швыряться. Вероятность, конечно, близка к нулю, то есть
почти ноль. Но, тем не менее, они решили на всякий случай это сделать. Это примерно как когда убили Кеннеди, да, естественно, что первым делом советские власти начали через Микояна, по-моему, послали сигнал, что это не мы, это не мы. Что, кстати, скорее всего, правда. Но на всякий случай они это, их вроде никто не обвинял еще, а они уже начали посылать. То есть это такой протокол безопасности, не думаю, что это что-то такое принципиальное. По Кадырову. Кадыров, я тоже думаю, что он никуда, конечно, в ближайшее время не денется. Значит, не знаю, а я не врач, да и врач не может дистанционно оценивать состояние здоровья. То, что у него ряха растет каким-то, что называется, не по дням, а по часам, это очевидно совершенно. Вот, значит, как, знаешь, такой этот пирог поднимается на противне. Вот. Но к чему это приведет, лопнет ли она в какой-то момент, или она так и будет расширяться. То есть, если бы я был физик, я бы, может быть, в какое-нибудь уравнение бы написал, да, сколько может расширяться, значит, ряха Кадырова перед тем, как лопнет. Я не физик, я не знаю, может, я думаю, что она может расширяться очень долго. Вот. Но тут есть интересный момент. Я считаю, что видны, вот так как начинается такой бардак, и все конфликты, соответственно, начинают трещины расширяться, усугубляться. И давнишний конфликт ФСБ с Кадыровым, по-видимому, стал очень сильно сейчас активизировался. Мы видим это по реакции людей российских, из российской верхушки, явно связанных с ФСБ, на ситуацию, на вот это преступное Да, да, ты об нападение. этом писал. Я сейчас напомню просто зрителям, наши украинские зрители и других странах могут не знать. Там в очередной раз произошло неожиданное, это я кавычу с такой как бы иронией, потому что в очередной раз, значит, поехали туда журналистка «Новой газеты» Милашина, правозащитник Немов, и в какой-то 49-тысячный раз, значит, побили там неизвестные какие-то люди, значит, в Грозном. Они ехали на суд там к человеку к одному, значит, облили зеленкой, там что-то сломали, били жестоко. Потом, значит, спектакль продолжился, за ними прилетел Муратов, редактор «Новой газеты», Венедиктов, кремлевский пудель, значит, забрали каким-то спецрейсом в Москву. Все, в общем-то, дежавю такое, что я просто, я не знаю даже, как это описывать, да и может и не стоит это никак описывать. Вот, но ты говоришь про реакцию, а что там, кто-то осудил Кадырова лично, что ли? Он это делал миллион раз. Нет, ты знаешь, парадоксально, он это делал миллион раз, и если вспоминать, да, то того же Игоря Каляпина, например, такая же история была. Мгм. Причем Игорь Каляпин был тогда членом Совета по правам человека при Путине, не больше, не больше, не Так меньше. еще и Но хуже ничего, было, там убийство, там да, Истемирова, там да, да, Политковская, там был да. вообще как бы, да. Да, и все это проходило довольно незаметно, все тихо и все такое. А тут вдруг началась какая-то просто атака, что возмущение и так далее. Со стороны кого? Клишес, такие старые чекистские стукачи. Мгм. Член Совета Федерации Клишес, который автор вот прочекистских всяких жутких законов. Хинштейн, ну, известный стукач со стажем. Мне, кстати, Володя Прибыловский рассказывал, как он видел, как его завербовали Хинштейна буквально на одной конференции, связанной с нацистами. КГБшники к нему подошли, которые тоже там присутствовали в начале нулевых, и начали, а он был такой еще честный, такой паренек, значит, вот, вот, то есть это люди, которые абсолютно связаны с конторой, которые работают. Они тут начали что-то такое возбухать, не лично против Кадырова, но что это возмутительно, что нужно провести расследование. Москалькова это тоже выскочила. То есть все как выскочили, как из-под забора. Значит, прислали какой-то спецрейс. Я что-то сильно сомневаюсь, что у Муратова и, значит, Венедиктова есть деньги или возможности организовывать спецрейс. Ну, может, у Муратова, кстати, есть деньги, но вряд ли бы он стал... Он, кстати, же не себе взял Нобелевскую премию, так что я думаю, что тоже вряд ли. Значит, то есть это кто-то за ними стоит, очевидно совершенно, причем связанный с российскими властями. А кто? ФСБ, больше некому, потому что ФСБ с кадыровцами на ножах. Это известно всем давно. И Нет, это без даже разрешения доходило до паблика. ФСБ никакой бы борт за ними не полетел. И тем более вместе с этими двумя орлами, да. Да. Ну да. Ну да, и, конечно, бы Хинштейн и Клишес не стали бы, ни Москалькова бы не стал ничего вякать. Я просто не всех не помню, там еще куча народу отметилась. Из депутатов всяких и так далее. Но они Значит, опять, лично на Кадырова они ничего не катят. нет, нет, не лично на Кадырова нет, конечно. Это табу, безусловно. Это как Путин. На него нельзя наезжать. Вот, но ему не устраивает, скажем так, это же стратегия какая? ФСБшники постоянно устраивают Кадырову мелкие неприятности, а он, соответственно, устраивает им.
аналогично. Но в результате я думаю, что там кто там, Бортников какой-нибудь, посмотрел на то, что аппаратно, по крайней мере, Шойгу явно отбился от Пригожина, и подумал, а что мне этот Кадыров? И они решили воспользоваться, я думаю, этой ситуацией, чтобы наехать на очередной раз на кадыровцев с помощью вот этой ситуации. И здесь я другого объяснения не вижу. Другого объяснения не вижу. Но есть еще и такая, ну не сила, я не знаю, Стрелков Гиркин, террорист, который не любит всех. Это прям такая обиженная брошенка. Да. Всеми, он ненавидит Кадырова, ненавидит этого Пригожина, называет чуть не импотентом, значит, ну, Путин, не знаю, лично, по-моему, нет, но всех этих Шойгу, Герасимова и так далее. А что это за сила такая? Или это просто уже такой недодавленный прыщ, такой реконструктор старый? Не, это, конечно, не сила никакая, но он, кстати, на Путина наезжает впрямую. Он Да? раньше не наезжал, последние, да, где-то полгода я мониторю все эти блоги, к сожалению. Мне нужно. Вот. И, собственно, он наезжает прямую и тоже его последними словами поливает. Значит, конечно, никакой силы за ним нет. Есть как у некий клуб рассерженных патриотов, но это тоже какие-то отработанный пар какой-то, ну там, не знаю, старик Алкснис какой-нибудь там, ну и так О, он далее. еще Да. живой, надо Ну, что. он живой, ты что, он там пишет, он очень бойко пишет. Да, ты что, значит, этот клоун, господи, бывший народный губернатор Донбасса, забыл его. Какого-то. В общем, все Бородай, брошенные. что ли, или кто там? Не, Борода, это еще Бородаев в шоколаде, он в Думе сидит, и он, значит, работает в администрации президента. Нет, там другой. Его, я думаю, что его знают те, кто связан с этой ситуацией. Так вот, значит, ну и так далее. Там какие-то блогеры, фигугеры. То есть это никакая не сила, безусловно. Это просто отрицательный воздух. Вопрос, почему его не что называется, не додавили, не придушили окончательно. У меня, я, по-моему, озвучивал, есть такая версия, что его охраняют буквально. И, значит, что он чуть не в холодильнике держат Гиркина Стрелкова, российские власти, чтобы, если все-таки припечет, нужно будет кого-то сдать в Гаагу, чтобы его достать из холодильника, из морозилки и отправить туда. Ну, не Путина же сдавать, а Стрелкова не жалко, хрен бы с ним. Поэтому я думаю, что они его держат именно на этот случай, когда, чтобы, знаете, бросить с тонущего корабля или, скорее, взлетающего аэростата лишний груз, да, чтобы самим рвануть. Вот. Так что я думаю, в этом дело. Практически даже почти уверен. Потому что остальных-то всех убили. Вот кто там что-то вякал из этих лидеров, всех этих донбасских Ну да. партизан, в кавычках, эти Че Гевары давно уже замочены. А этот хоть бы хны ему. Да, но хотел бы, вот ты уже упомянул про ядерный шантаж. Это наиболее актуально сейчас для Украины этими днями. Постоянно, но то, что наши власти говорят о том, что они могут взорвать и имеют наши такие разведданные, я в это вообще не сомневаюсь, что как один из вариантов действий у русских это он в голове сидит, как и с плотиной Каховской ГЭС, так и с Запорожской атомной станцией. Вот. И тут пошло русскоязычные блогеры, в том числе находящиеся на Западе, некоторые, и в том числе изображающие себя оппозиционных, начали говорить, все, отсчет времени пошел, уже начался процесс реакции, уже все русские убежали, значит, там датчики зашкаливают, ну, такой Саша Сотник, например, вот, который вчера предрек апокалипсис ядерный, и не он один, я думаю, такой, я просто не всех вижу, да, то есть ядерный шантаж налицо, хотя они отрицают это в своих там телешоу и говорят, что это Украина, все, но понятно, что ядерный шантаж это, ну, возьмем сейчас пока АЭС, ну и плюс ядерный удар тактический, например. Одновременно выходит статья Financial Times, в которой авторы утверждают, что Си Цзиньпинь лично в марте, когда был у Путина, сказал: нет, ядерное оружие, нет, чувак. То есть иначе тут уже я тебе не смогу быть адвокатом теневым в мире, потому что тогда уже придется как бы с тобой прощаться и ставить крест на тебе окончательно. Вот. Нет, тем не менее, ядерный шантаж продолжается. Медведев размахивает, значит, ракетами своими,
Вот, значит, всех в пепел, всех сотрем, Варшава, там, истерия, всех разбомбим и так далее, и так далее. Вот я хотел бы в целом твою концепцию ядерного российского шантажа. Серьезный ли он? Что они имеют как цель? Значит, действительно ли могут они взорвать Запорожскую станцию по их логике действий и так далее? Ну, я, знаешь, с тобой согласен. Я тоже не вижу, вернее, я вижу, да, истерию, которая вокруг Мгм. нагнетается Запорожской АЭС. Но я не вижу никаких мотивов у Кремля там взрывать чего-то. Более того, я хочу сказать, что они, конечно, могут сделать что угодно, но должен быть мотив. Я не вижу, что это им даст. Если, значит, ситуация с Каховской ГЭС, там, по крайней мере, ну такая официальная версия, я не военный эксперт, но я доверяю украинской официальной версии, что это было сделано для того, чтобы, значит, затопить там возможности для того, чтобы прорывы какого-то украинских войск. Мгм. Это более-менее понятно. То, что им даст, значит, какая-то диверсия на Запорожской АЭС, которую они контролируют, и где стоят российские войска, которые первые же должны облучиться в случае чего. А если они уйдут, значит, то это даст возможность Украине двигаться вперед. Я не вижу здесь мотивации, а вижу действительно целенаправленную истерию и сливы. Безусловно, идут истерии, сливы. Ты вот вспомни, действительно какие-то стрёмные пассажиры, да, которые ведут всякие, в том числе и журналисты, начинают устраивать, разгонять истерику. Мгм. Вот уже этой ночью, завтра все будет там, все такое. Мне кажется, что это все-таки шантаж, скорее всего. Что, то же самое с ядерным оружием. И по поводу Си Цзиньпиня об этом писалось и говорилось, в том числе я говорил об этом, основываясь в том числе и на западной прессе, еще осенью, что действительно китайцам строго сказали опять, значит, отвалите с этим ядерным оружием, ядерным шантажом и прочее, прочее. И там была какая ситуация осенью? Значит, одно из мотивов, почему тогда аннексировали украинские области, был какой? И об этом писали впрямую, в том числе, по-моему, даже Медведев писал, что вот, все, теперь эти области Россия матушка, и мы будем защищать их, от попыток, значит, отвоевать со стороны Украины всеми средствами, как наложено в нашей доктрине, значит, национальной безопасности, в том числе ядерным оружием. И это так по нарастающей этот гул шел, а потом тихо так выступил кто-то, значит, по-моему, даже не Си Цзиньпинь, по-моему, а кто-то ниже уровня. А может и Си Цзиньпинь, я уже не помню. Что нет, ребята, давайте мы оставим про ядерное оружие, это неприменимый шантаж, не метод, а само ядерное оружие нельзя применять, это все, это выход за все красные линии и прочее, прочее. И они тогда резко заткнулись по этому поводу. Сейчас у них началась новая Мгм. волна истерики, видимо, они забыли уже про это, но я думаю, китайцам напомнят. Почему китайцы категорически против, я думаю? Да, Дело в почему? том, что, конечно, китайцы, они же люди, в общем-то, не все китайцы, естественно, китайское руководство. Это люди довольно циничные, вот эти все китайские коммунисты. И я думаю, им глубоко на жертвы наплевать. Они исходят из своих экономических соображений. Дело в том, что пока все-таки этот конфликт, агрессия, захват, значит, части Украины со стороны России с такой геополитической точки зрения это локальное событие. Значит, это не сильно влияет, например, на мировые рынки. То есть влияет на какие-то мировые рынки, но не сильно. В первый момент влиял, сейчас уже нет. Значит, если будет, не дай бог, Россия начнет ядерную войну, то это, даже если она не превратится в глобальную ядерную войну, что, конечно, недопустимо для Китая, потому что тогда все пострадают. Даже если она будет локальной, это будет глобальный кризис, и, который ударит по китайскому экспорту неизбежно в Европу и в США. А в Китае так положение экономическое сейчас далеко не фонтанирует. И очень большая безработица, особенно среди молодежи, она растет. А если они лишатся этих рынков, то там будет просто коллапс экономики китайской, реально. Причем это гораздо хуже, чем для России санкции. Потому что китайская экономика, то есть Россия свое сырье может, и мы видим это, продает не только на Запад, потеряли западные рынки, они уходят в Азию. Пускай не так, скажем, с потерями, тем не менее. Китайские товары можно продавать только сейчас, основную часть, только платежеспособных рынков. Платежеспособных рынков не так много. И самые жирные платежеспособные рынки – это США и Европа. Поэтому для Китая потерять их, обрушить их – это смерти подобно. Поэтому они против глобализации этого конфликта. Я все употребляю термин с точки зрения китайской оптики. Мгм. Вот.
Слушай, тогда прокомментирую такую вещь. Вот не так давно Байден выступал, ну где-то на вопрос он отвечал, там не помню, в университете или на журналистам вопрос отвечал, и сказал, что ядерный удар, да, Путин вполне может это устроить, сказал Байден. То есть это угроза не нулевая, мы ее там рассматриваем и так далее. И не он один так говорил, и вот директоров, значит, ЦРУ звонил в Москву и приезжал, говорят, в Киев и так далее. Я не про то, что они там ядерную войну обсуждали, но с одной стороны, президент главной ядерной державы, главной сверхдержавы мира говорит, что такое возможно, с другой стороны, вообще никак не озвучивается, что будет, если на Запорожской станции с ядерным выбросом, что такое теракт ядерный, именно террористический ядерный акт. Первый в истории человечества будет, если случится, террористический акт с применением ядерной энергии, да, как ядерное оружие, как поражение, то есть, ну, нуклеидов, как оружие поражения, да, в войне. Значит, второе, если это какой-то, неважно по масштабам ядерный удар, это, в общем, ящик Пандоры открывается, который всегда был закрыт со времени Нагасаки, и как бы все говорят, нет, ни в коем случае никогда. Но если вдруг, а почему Путину не соберутся, там, США или страны НАТО, и просто не вывесят ему конкретный прайс-лист за возможную попытку ядерного либо теракта, либо удара. Или это так не принято, и до него все доносят как бы, ну, примерный масштаб последствий по частным каналам. Я вот не понимаю, с одной стороны, звонят ему и говорят, мы не причастны к Пригожину, докладывают ему, сколько танков они там передали, прям вплоть до штук, до ракет по штукам отчитываются. Путин все читает, ему даже разведывать ничего не надо. Отчитывается Конгресс, отчитывается Пентагон, все отчитываются, и он просто может на счетах колхозных считать, что там Америка поставила Украину, да, вот, или Европа. Это очень странно все выглядит во время войны, ну окей, да. А тут про ядерное оружие полное молчание и такая, знаешь, неизвестность. Никто не знает, как это реагирует Запад. Во-первых, или во-вторых, твой прогноз, какая может быть реакция Запада на применение ядерного оружия или на ядерный теракт? Во-вторых, почему вот эта игра в молчанку и не объявление... Байден до этого говорил, мы об этом даже не говорим, сказал он, мы этого варианта типа не обсуждаем, про ядерное оружие, ядерный шантаж. Теперь говорит, что он возможен, но опять никакой реакции публичной в сторону фюрера, типа, чувак, ну вот будет то-то, то нет, да? Что это такое вообще? Не, ну, с одной стороны, я не думаю, что это рационально с военной точки зрения заранее анонсировать свои действия. Потому что если ты анонсируешь какие-то действия, то ты даешь возможность противнику именно к этим действиям подготовиться. Мгм. Значит, поэтому я не думаю, что это рационально, значит, с военной точки зрения. Как сказать, лучше, чтобы он не знал, что будет, и готовился сразу к разным вариантам. Это сложнее всегда. Вот, значит, это первое. Второе, я думаю, что они еще не хотят пугать, значит, своих обывателей, да, и без того не очень храбрых, значит, всеми этими разговорами. Вот. Я думаю, что особенно, вот я представляю, немцы те же, потому что американцы более такие решительные. Они тут, бедненькие, и так боятся всего. А тут им скажут, вот, значит, Россия может ударить, а мы в ответ еще там ударим. Не надо, лучше мы вообще не будем ничего делать, спрячемся под кустики. Вот. Ну, таких много, конечно, не все, но много. Значит, люди разные, везде, конечно. Мгм. Вот, значит, да. То есть я думаю, вот эти два фактора играют роль. Но я думаю, что, скажем так, все-таки, во-первых, я не ожидаю этого, такой вероятности, что Путин применит ядерное оружие или даже сознательно взорвет атомную станцию. Ну, взорвать атомную станцию ему просто незачем, абсолютно. Еще условно разбомбить атомную станцию на территории Украины, да и тут есть еще какая-то логика, но на территории контролируемой Украины, а она взрывать ее на украинской территории, которая оккупирована Россией, абсолютно никакой логики нет, ну, с моей точки зрения. Значит, это первое. А второе, я думаю, что он и побоится применять ядерное оружие. Мы же все-таки вспоминали, что он не Гитлер, он другой. Говорили уже об этом. Что он не Гитлер, он другой. Он человек, в общем-то, достаточно слабый, достаточно нерешительный. Вот. То есть ему, для того, чтобы он применил ядерное оружие, нужно, чтобы его советники, все там куча, которые вокруг него ходят, значит, клали ему в напряжении несколько лет на стол бумажки о том, что он может применить ядерное оружие, и ничего за это ему не будет, и, значит, никакого ответа Запада нет, и что это все решит все проблемы, и так далее, и так далее. Вот как было буквально с 14 по 22 год
ему, значит, клали бумажки о том, какая Украина слабое государство, и что чуть-чуть надавить, и все, и так далее, и так далее. И он, наконец, там раскачался. В 22 году, когда уже было, кстати, поздно, очевидно совершенно, что ему вспоминают многие ура-патриоты, включая того же Стрелкова. И очень попал и сел в лужу. Так что я думаю, что это все не очень реально. Ну, я хочу к НАТО перейти, наверное, к НАТО, уже к саммиту НАТО. Что пишут в Германии про это? Шольц вроде там активно поддерживает Украину, и голос Германии не последний в мире, прямо скажем, да. Ну и вообще, чего ты ждешь от саммита в Вильнюсе, где опять одни намеки? Это просто как какая-то, я не знаю, как какие-то слухи на селе. Там президент Литвы говорит, Украина точно не будет разочарована результатами саммита Вильнюс. Ну, Литва в этом, конечно, заинтересована, потому что там местные политики тоже, значит, себя в грудь бьют, и дай пусть бьют дальше, ради бога, если это поддержка Украины там и так далее. И все говорят, что будет сюрприз приятный для Украины. Но, с другой стороны, если бы сюрприз состоял в принятии Украины в альянс и защите стоять вместе с Украиной до конца, в том числе и в военном смысле, это одно. Этого, как понятно, не будет. А что может быть? Что за гибридное решение такое они могут выдумать, которое не разочарует украинцев, с одной стороны, а с другой стороны, не будет прием Украины в НАТО просто зараз, прямо сейчас? Ну, гадать, конечно, сложно, но я бы не ждал каких-то совсем фундаментальных, сногсшибательных каких-то решений. Мгм. Это просто вообще не в стиле западных стран, тем более НАТО, где решение должно консенсусом приниматься, а есть там такие страны, как Венгрия, Турция, которые явно не будут любое радикальное решение торпедировать. Я не ждал каких-то радикальных решений. Я думаю, что будут приняты новые решения по поводу военной поддержки и какие-то авансы на будущее. Значит, вот просто, как я уже говорил, в силу того, что сейчас вступать в НАТО, сейчас принимать Украину в НАТО, это значит воевать с Россией. А воевать с Россией НАТО не готово. Даже самые радикально настроенные страны, да, типа Великобритании, да, они и то не готовы воевать. Значит, так что ничего такого я не жду, сверх чего-то такое, супер-бупер каких-то решений прорывных. Ну, то есть, да, опять эта проклятая неопределенность. Да. Вот. А что, на твой взгляд, с Суровикиным, который подвис в воздухе, который типа арестован, типа он друг этого самого, о господи, Пригожина, но в то же утро он сам вдруг один из всех, мне кажется, русских военных записал видеообращение, типа давайте жить дружно, этого не надо делать и так далее. Потом он пропал с радаров, и вот с тех пор и не выныривал, да. Что это за такой полководец, мистер там Армагеддон или как там его называют, который то есть, то нет, то он с Пригожиным, то не с Пригожиным. Тоже как-то он потерялся. Я вот пытаюсь все собрать в кучу, вот все эти события в Рейхе, и как-то не очень получается. То, что он выступил, понятно совершенно, на него наехали. Видно было, что, видимо, на него наехали, сказали, вынули его уже, значит, из стола вечернего, да, он был явно под шофе крепко, и сказали, давай быстро, говори своим этим дружкам, чтобы они остановились, а не то мы тебя самого прищучим. Да, так что здесь все совершенно понятно. А вот куда он пропал, что называется, неизвестно, но могу сказать одно. Я не думаю, опять-таки, исходя из того, что Путин не трогает бояр своих практически никогда, я не думаю, что его посадили или посадят. Я думаю, что с него сейчас качают информацию, заставят его все рассказать, что можно об ситуации, да, и о своей роли в этой ситуации. Возможно, его отправят в отставку, а может быть и не отправят. Может, переместят куда-то. Но я не думаю, что его посадят, тем более я не думаю, что будет какой-то, значит, открытый процесс или еще что-то. Это вот Сталин стайл в данном случае к Путину не подходит. Суровикин такой заслуженный боярин, а заслуженный бояр он не трогает. Ну и последнее, что я хотел спросить, может это как-то и не наша тема, и не твоя, и не моя, но просто мне резануло слух и сознание мое. В главном храме армянской апостольской церкви в Москве, это огромный, там на Марьиной роще, кажется, огромный комплекс они построили там из розового туфа армянского. Значит, главный митрополит, или как он там, я прошу прощения, не знаю, как называется, но, собственно, прощения просить не у кого, поскольку он благословил террористов, армянское подразделение в составе российской террористической армии, которая будет принимать участие в геноциде украинцев. При этом этот главный вояка, террорист с армянской фамилией,
он, значит, был тем, кто организовал тетушек в Украине, да, то есть убивал людей, крал, убивал и так далее. Но мы и в Крыму таких знаем, там тоже там Самвел и Гурген, я забыл их фамилии, ну все знают, они русскую самооборону там возглавляли и так далее. Вот. Что это за... Что теперь у нас будут армянские, узбекские, таджикские и не знаю, какие еще подразделения в составе террористической армии, и вообще как это... Я реакция главная, только вот представитель армянской церкви в Украине сказал, что им ужасно стыдно и горько, а так как бы как будто ничего не произошло. Ну, надо сказать, что в России попы всех религий благословляют эту войну, всех религий абсолютно. Значит, те, кто против был, они уехали просто. Я знаю два случая там из известных людей, которые уехали. Это один буддийский Да. священнослужитель и один из раввинов. Да? Вот, все, остальные сидят тихо, по-моему. Вот, так что здесь ничего как бы неожиданного нет. Я, в общем, скажем так, я как атеист не очень хорошо отношусь к попам. Вот, и они в основном, они, скажем так, социальная функция церкви в государстве, особенно в авторитарном в России, это обслуживает власть. Вот они этим и занимаются. Я уверен совершенно, что если бы этот армянский поп жил в Киеве, он бы занимал бы и работу, и получал бы там свое бабло. Я окучивал бы пасту в Киеве, он бы этот же лично человек бы также благословлял бы людей воевать, но уже с другой стороны. Потому что вспомни, кстати, Крым и поведение, если я, может быть, что-то путаю, ты меня поправишь. В Крыму же ведь тоже не очень хорошо повели себя священнослужители крымско-татарские, Да, когда, да, он да, первый побежал первый, присягать да, врагу, как и местный первый раввин побежал тут же естественно. переобуваться там, или кого-то они прислали, я просто эту историю забыл уже, но там быстренько они все это дело. Ну и я уж не говорю там, что даже протестантские конфессии там в строй встали, то есть, ну а про православную церковь я молчу, это как бы все понятно, да. Так что в этом смысле у меня ничего, что называется, ничего удивительного не произошло. Это все в рамках того, тех вот неких социальных реалий, да, и взаимоотношений между церковью и государством, которые существуют в путинской России. Ничего удивительного в этом нет. Да, но и мы тут не к столу, можно и вспомнить папу римского. При таком папе, в общем, и дети, ну, я думаю, могут вести себя как угодно, да. Значить, з нами був Ігор Рейдман з міста Берлін, аналітик, соціолог і дуже цікава людина. Я думаю, що ви поповнили свій запас думок щодо майбутнього розвитку, можливо, подій у так званій Росії. Дякую, Ігоре. Спасибо тебе тоже. Дякую глядачам за те, що ви дивитесь нас. Дивіться АТР далі.